Вертолет Ми-8, работавший на тушение лесных пожаров, зацепил дерево, что и стало причиной жесткой посадки воздушного судна в тайге в Алданском районе. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимира Сивцева, все три авиапроисшествия за последние 10 дней на территории республики разные, и каждый случай нужно разбирать по отдельности. Здесь преждевременно говорить о какой-то закономерности, отметил Сивцев. Тем временем 15 пострадавших при крушении вертолета в Алданском районе доставлены в Якутск. После оказания необходимой медицинской помощи на месте пострадавшие эвакуированы в республиканскую больницу номер 2. Состояние 2 человек крайне тяжелое, остальных тяжелой и средней тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме. Напомним, на борту Ми-8 находились 3 члена экипажа полярных авиалиний и 20 сотрудников авиалесохраны. Все пассажиры и экипаж были застрахованы, получат соответствующие страховые выплаты, но и авиакомпания окажет посильную финансовую помощь всем пострадавшим. Наша авиакомпания обладает одним из больших парков вертолетной техники, 25 единиц, это Ми-8 и Ми-8 МТВ. Вертолетной техники хватает для выполнения заказной работы, в том числе и по линии авиалесохраны, по линии санавиации. Также продолжаются поиски самолета Ан-2, пропавшего в Якутии. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по республике Павел Гарин. Напомним, 21 июня в МЧС поступила информация, что самолет Ан-2 вылетел с местности Усть-Хатын на месторождение «Вертикаль» в Кобяйском районе и должен был произвести посадку в 21 час, но пропал с радаров. Немедленно было организовано межведомственное взаимодействие, создан оперативный штаб. С 21 июня продолжаются поисково-спасательные работы с использованием 3 воздушных судов. В настоящее время определен радиус поиска, определены квадраты поиска. Общая площадь поисковых работ составляет более 22 тысяч квадратных километров. На сегодняшний день обследовано 17 400 квадратных километров, это 62% от общей площади. Работы в настоящее время продолжаются. Сейчас в поисковых мероприятиях привлечено 2 воздушных судна. Это Ми-8 полярных авиалиний и Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Также привлекаются медики-специалисты РЦМК для оказания помощи. Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления. Наземные поисковые мероприятия также проводятся. Ну и на сегодняшний день работа штаба, межведомственного штаба продолжается, поисковые мероприятия будут продолжаться.